А как вас задержали? Я сам приехал. Он не раз подчеркивал, что сдался сам, когда узнал о переполохе, который вызвал, скрываясь от автоинспекторов в центре Казани. Хумаюн Мирзо Саиджонов явился в полицию сутки спустя. В тот день он смог скрыться от ГИБДД по встречной полосе Кремлевской дамбы, перед этим, разворачиваясь, сбив автоинспектора. После задержания на Саиджонова составили 21 протокол об административных нарушениях, в том числе за проезд на красный свет и выезд на полосу встречного движения. Управлять машиной он не имел права, а сам автомобиль не был зарегистрирован. Также выяснилось, что 2 месяца назад он сбил пешехода и скрылся с места ДТП. При этом в России молодой человек находился незаконно. Срок его легального пребывания в стране истек в сентябре. Я официально работал. 4 сентября уехал, уволился. В автосервисе работал. А вам машина необходима была для работы, да, получается? Да. А вы в автосервисе на BMW не купили? Да. Во время избрания меры пресечения в суде он раскаялся в содеянном, только добавив, что сбил человека случайно и попросился домой, в Узбекистан. Я хочу к себе уехать. К себе это куда? В Узбекистан? Да. Еще что-нибудь хотите сказать? Слушаю вас. Больше нет ничего. Больше ничего. То есть относитесь когда следователя? Возражаете, получается? Да. Но из зала суда он отправился в следственный изолятор. Его арестовали до 19 декабря. Следствие было быстрым. Насколько теперь он задержится в России, определит суд. Статья, по которой обвиняют Хумаюн Мирзо Саиджонова, предусматривает до 5 лет лишения свободы. Тагир Валиди, Наиль Абдуллин, вызов 112.